Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. Аят Машвуэль. Алейкум салам. Всех приветствую, наших слушателей. Сегодня 9 августа 2025 года, 19 часов по центральноевропейскому времени, 20 часов по городу Джохар. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня стрим наш называется «Трамп примирил Баку и Ереван», и вторая тема «Чеченская республика Ичкерия будет свободной». Платформа открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской республики Ичкерия, 147-й стрим. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, беспокойтесь о вашей безопасности. И я передаю вам сразу слово, и как обычно. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья, братья и сестры, которые находятся по всему миру. В общем, ситуация, тема вам известна, называется «Как Трамп примирил Армению и Азербайджан». Да, это так. 8 числа, то есть вчера, в Белом доме было подписано соглашение, договор о примирении и приостановлении всех военных действий между Азербайджаном и Арменией. И руководители этих двух государств подписали в присутствии международного, так сказать, сообщества, корреспондентов, подписали это соглашение. И они потом как бы обозначили, что это дорога, как они назвали, дорога Трампа. То есть они решили этот вопрос однозначно. Но дело в том, что почему так произошло? Произошло потому, что они придерживаются, собственно говоря, они придерживаются здесь в этом вопросе норм международного права. И это радует нас, потому что и другие вопросы, связанные, скажем, на Кавказе и остальном мире, таким же образом будет и Европа, и Америка следовать тому, чтобы в рамках международного права решались те или иные вопросы, которые возникают в мире. Дело в том, что, как мы знаем, после Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций и современное международное право, согласно которого должны действовать все, скажем, члены Организации Объединенных Наций. Они подписали эти принципы, согласились с этим вопросом. И было принято решение о том, что с внешней стороны ни одна страна не имеет права нарушать границу любой страны, которая является членом Организации Объединенных Наций. Но с внутренней стороны, то есть если какая-нибудь страна, большая или малая, захочет согласиться, скажем, с какой-то территорией или народом, который проживает в этой стране, выйти из состава этой страны, если разрешение даст эта страна, то эти государства новые могут объединяться, и у них может измениться граница. Здесь вот такие вот принципы существуют, и когда здесь говорят о том, что нужно сделать то или иное, или вот такие действия, не соответствующие международному праву, мы должны это видеть, мы должны на это обращать внимание. Всегда мы должны сразу это относить к нормам международного права, потому что кроме этого права, хорошее оно и плохое, другого в мире нет. Задаемся вопросом, всегда ли с этим принципами можно соизмерить действия тех или иных государств мира. Вот возьмем к примеру того, что делает Российская Федерация России. Российская Федерация России сама создана незаконным способом, путем захвата чужих территорий, путем лишения прав народов, которые вышли из Советского Союза, дать возможность определить им свой путь. Я имею в виду
эти 16 республик, которые были в составе РСФСР, потом которые были преобразованы в союзные республиках и другие республики, прошу прощения, и они имели право, полное право, как и другие вот государства, которые образовались, вот закавказские, среднеазиатские, они имели полное право на создание своего государства. Вот им в этом вопросе препятствовал власть российская, РСФСР тогда. Они незаконно с этими бывшими коммунистическими деятелями, которые сидели ранее на этих, значит, во власти этих республик Советского Союза, с ними незаконно подписали так называемый Федерик Договор 31 марта 1992 года и объявили, что эта страна единая и что они еще являются тому, что правопреемниками, скажем, бывшего Советского Союза. Что, конечно, не соответствует реальности, что, конечно, не может быть, если говорить по логике, если говорить в соответствии с, скажем, принципами свободы и демократии. Поэтому мы исходим из этого. И то, что вот в 1991 году, когда развалили СССР, тогда был заложен принцип, что все государства, которые там, республики, вернее, которые находятся в Советском Союзе, они будут, значит, выходить из Советского Союза по тем границам, обозначенным, которые были в составе Советского Союза. И таким образом, как мы знаем, Карабах был как частью России. С точки зрения международного права Карабах объявлялся частью, то есть Азербайджана. И поэтому вот эта проблема стояла сейчас. Что там было раньше в истории до, скажем, принятия, скажем, современного международного права или еще раньше, это один вопрос. Речь идет о том, что современное международное право, на него ориентироваться должны в принципе все государства, все руководители стран, и поэтому вот эта вот 40-летняя война, противостояние, которое стояло на Южном Кавказе, так скажем, между Арменией и Азербайджаном, это было выгодно этой империи, которая Российская Федерация России, которая все время выступала там, значит, миротворцем. Миротворство, что их заключалось в том, что они всегда то одного, то другого поддерживали, и постоянно между ними лилась кровь. В конечном итоге ситуация так сейчас обозначилась, и главным образом все это произошло, потому что это было прописано в международном, значит, документе, когда принималось международное право 90, то есть после 1945 года, и когда был этот устав ООН принят. И потом были приняты принципы, которые это подтверждали. Вот поэтому, именно ссылаясь на эту основу, так и получилось, что сегодня и Армения, и Азербайджан решили между собой положить конец этой войне, и они понимают, что Россия, нынешняя Россия, ведет себя как империя и все время сталкивает их те или интересы, значит, выдвигая вперед, главным образом для того, чтобы самим их развести и потом ими управлять. Эти две страны, эти две республики, они решили положить этому конец, и этому способствовать Запад, но главным образом, скажем, Соединенные Штаты Америки во главе с президентом Трампом. И это хорошая новость для нас, для чеченского народа, для Чеченской республики Ичкерия, которая сегодня оккупирована. Вот что я хотел сказать по этому поводу. Здесь много, очень много говорится об этом вчера, сегодня, и мы опубликовали на своих этих сайтах, на своих там страничках, везде об этом говорим. Ну, коротко вот так вот, если сказать, Аслан, давай вопросы дальше. Спасибо, Аят.
Уже, по-моему, лет 30, если не больше, да, вот это противостояние между Арменией и Азербайджаном было. Нет, с 90-го года, это значит почти 35, 40 лет, почти 40, да, да. М, 35. да. И вот сейчас вот так взяли и примирились. Значит, ничего непримиримого там такого не было. Вот убийство, кровопролитие Нет, было. они могли жить, и теперь они решили, договорились, что они будут теперь, значит, экономические отношения, политические отношения, они будут, значит, ездить друг к другу, они этот коридор, который они обзывают там, чтобы вот на Хичеванскую республику могли спокойно ездить. Вот это все открывается, но это все делается без, значит, участия в этом вопросе России. Российской империи, новой Российской империи, которая сегодня ведет активно войну, называя, значит, Украину тоже своими, значит, ярлыками, говорят, что это фашистское государство, денацификация, демилитаризация, убивает каждый день людей, и все вот это продолжается. Ну, слово сказать, добавим, что мы знаем, пусть сейчас говорилось о том, что Трамп и Путин должны встретиться вместе с Зеленским, где и как не определялось до сегодняшнего дня. Но сегодня стало известно, что они договорились якобы встретиться в Америке на Аляске. И туда они 15 числа поедут, будут обговаривать этот вопрос. Но я думаю, что этот вопрос как бы там не обговаривали, они что бы ни делали, здесь вопрос такой стоит открытый, и Украина тоже здесь, так как судьба решается и его государства, его народа, и Зеленский заявляет, что эти переговоры должны состояться с участием Европы, так как и Европа является, Украина тоже является Европой, и так вот между собой, они между собой не должны так говорить. Такие вот идут, информация такая идет. Но посмотрим, как это выльется. Здесь сегодня так сказано, еще до 15 числа, еще где-то почти неделя. А там посмотрим, может быть, оно изменится, потому что мы видим, что время от времени вот эти процессы, которые решаются по решению, то есть обсуждаются по решению вопроса войны против Украины, они меняются в ходе чуть ли не каждый день или каждый час иногда. Это мы еще потом посмотрим. Слава. То, что вот резко Россия изменила отношение свое к Нагорному Карабаху, теперь не вмешивается в этот процесс, как вы считаете, с чем это может быть связано? Ну, это может быть связано только с одним, что эти две республики, это руководство двух республик, решили больше не обращаться к этой стране и не опираться на нее, потому что они поняли, что они не решают их проблем. Они постоянно их сталкивают между собой. А кому это выгодно, это столкновение? Это выгодно самой России. Посмотрите, что они делают сейчас с этими самолетами, с этими взрывами, что они делали в Москве там с этими, с ихними, значит, в Москве и по всей России с азербайджанцами. То есть они себя ведут совершенно как империи, и этих людей, совершенно невиновных, они преследуют, убивают. Я имею в виду азербайджанцев. Ну, естественно, они и с армянами так будут поступать сейчас, хотя некоторые армянская диаспора, которая находится в России, она себя очень осторожно ведет, ну, те, которые мы видим, так? А на самом-то деле и к армянам у них нет никакого там отношения. Они считают, что здесь они должны, Армения им обязана, что если бы не Россия, то Армении не было бы. Все такие разговоры они ведут. Не было бы или было бы, Армения есть и должна существовать, потому что все принято в рамках международного права. Должно соблюдаться то право, которое было принято после Второй мировой войны, современное международное право.
А разговоры о том, что, мол, это было там 500, 300, 200 лет назад, мы отнимем или передадим, или вот эти вот всякие басни, о которых все это говорят, это все неприемлемо в современном международном праве. Это неприемлемо, потому что весь мир и все страны ориентируются на это международное право. Поэтому Чеченская республика Ичкерия, также незаконно временно оккупированная территория, должна быть освобождена, и мы должны восстановить там свою государственность на основе нашей конституции, суверенного и независимого демократического государства. Так что такая позиция, я думаю, вот эти действия сейчас, которые мы видим на Южном Кавказе, это очень полезно и дает нам прецедент, скажем, в этом вопросе, что Запад будет в этом деле содействовать нам. А вот вы говорите, что это для нас хорошо. А в чем, для нас это хорошо? Конкретно это может, как вы сказали, последовать и признание и Ичкерии, и там поддержка Ичкерии? Мы говорим о том, я говорю о том, что если этот вопрос решался, только лишь потому, что это было связано с нормами современного международного права. И если этот вопрос решается именно так, мы видим, да, то значит это прецедент того, что не то, что прецедент, это должно быть так и далее. И мы можем на это опираться, так как мы создали свое государство в рамках международного права, строго в его, как говорится, поле, собственно говоря. И это касается нашей республики. Какую бы там, значит, на нас, какие бы ярлыки на нас не вешала эта Москва, наша территория должна быть освобождена, и наш народ должен, значит, жить по тем правилам, которые он принял после развала Советского Союза. И это правило было то, что мы собираемся жить в рамках современного международного права и в дружбе по соседским странам и другими странам мира. Вот о чем идет речь. Да, вот это для нас важно. Да, полностью с вами согласен. Я думаю, что чем Россия будет с одной стороны, с другой стороны Иран, лучше у Армении и у Азербайджана будут союзники США и Турция. И, может быть, и нам от этого тоже будет польза. В принципе, поздравляю. Поздравляю Армению и Азербайджан. Да, друзья, я вам напоминаю, у нас стрим идет в TikTok канале, на канале Аслан Арцуев, и в YouTube канале, и на официальной странице в Telegram Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Тема «Трамп примирил Баку и Ереван». Друзья, я смотрю, здесь азербайджанцы у нас есть. Фамил, алейк салам. Друзья, задавайте вопросы. Это Аят Эдигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, один из ближайших соратников Джохара Дудаева. И задавайте вопросы, пишите вопросы, и я зачитаю их, и он на них ответит. Так, может ли это быть связано с тем, Аят, что вот идет сейчас война, и Россия почему-то отказалась от претензий на Армению и вставляние палок в колеса Азербайджану и Армении? Это связано с событиями в Украине, то, что может это быть? Ну, как это сказать? Конечно, дело в том, что и Украина, и другие страны, которые вышли из Советского Союза, они понимают, что Россия претендует на имперскость. Они все уже понимают. Это мы это понимали еще раньше, но я не думаю, что они это не знали, но тоже в этом вопросе очень были посвящены и знали. Мы видим все действия, которые вот происходят и производит сегодня Россия, это направлено на то, чтобы подчинить себе эти республики, вновь ввести их в состав Российской Федерации России, создать новое государство на всей территории бывшего Советского Союза. Они даже говорят на исторической России, то есть еще более расширенно.
захватывая европейские территории европейских государств. У них такая задача стоит, они об этом не стесняясь говорят. У них выступают там какие-то горы политики, из Думы, Федоров, там еще другие. И все эти разговоры ведут. Они накручивают это население, которое есть в России, рассказывают им разные басни о том, что вот мы такие, мы сякие, надо всех, мол, там убить, расстрелять и Америку забомбить. То есть они воодушевляют их тем, что на них, мол, напала остальная часть мира. Вот так они говорят. На самом деле именно это Россия, когда РСФСР, которая вышла из Советского Союза, она незаконна. Даже при своем развале, при развале Советского Союза, она успела ухватить 15 республик, которые имели право на создание своего государства, которые были ранее как будто бы были частью, скажем, РСФСР. А дело в том, что в Советском Союзе было 32 республики, 15 автономных и 20, то есть 20 автономных, 15 союзных, потом республикам, 7 автономным тоже придали статус союзных республик. Так? И вот 3 республики Советский Союз признал сам, балтийские, а остальные 32 остались. И из них при развале, сразу после развала СССР, власть РСФСР во главе с Ельциным, им удалось ухватить 15 территорий, 15 государств, территории, которые они втянули в свою новую Российскую Федерацию России, подписав так называемый федеративный договор незаконный, потому что это было не решение этих народов. Они имели право, эти народы имели право на свое самоопределение, так как власть СССР исчезла, и они оказались в международном правовом поле. Только чеченский народ сумел это сделать, и только чеченскому народу это удалось. Все-таки вот такая ситуация сложилась, и мы были в числе тех, скажем, народов, которые после развала СССР создали свое государство. И они поэтому и на нас как раз-таки, думая, что мы самое слабое звено, на нас таки организовали главное направление удара. И убили столько людей, почти четверть населения, детей, безжалостно себя вели. Потом они дали ход еще против Грузии и других стран, но мы видим с вами. И в Украине, и в Молдове, и в Белоруссии берите. И теперь они, конечно, готовы и дальше на Среднеазиатские республики, если им удастся. Если им удастся решить этот вопрос, допустим, как они планируют с Украиной, то они обязательно пойдут потом, конечно, на Среднеазиатские республики, они и дальше пойдут, и остальной мир это понимает. И эти республики это понимают. Я думаю, что эти республики, которые вот сейчас находятся под этим потенциальным, скажем, нападением, которое было бы хорошо, чтобы они признали нашу республику, которая незаконно оккупирована. Я имею в виду все среднеазиатские республики, я имею в виду закавказские республики, и имею в виду, конечно, те республики, которые есть, ну, это Балтийские республики. Это был бы очень хороший шаг, и это был бы хороший ответ именно этой незаконно созданной Российской Федерации России. Спасибо, Аят. Аят, а может быть так, что Путин отдает взамен Украины, вот сейчас небольшое вступление такое, когда у нас была первая русско-чеченская война или четвертая агрессия, первое широкомасштабное вторжение, агрессия фашистской России, как раз были события в Европе и в Югославии. И в какой-то степени, ну, там, разоружение атомное, ядерное, российское, ну, и много-много было интересных вещей, которые Америка была и Запад были заинтересованы в том, чтобы Россия шла им на уступки.
И в какой-то степени нас, ну, откровенно, нарушая европейскую страну с европейско избранным демократическим президентом, парламентом, оставили один на один с людоедом. И как бы, ну, мы все это видели. Произошел геноцид на глазах у всего сообщества, мирового сообщества. А сейчас приблизительно вот такая же картина наблюдается, и поэтому может ли это быть, что Путин отдает взамен Украины, чтобы ему позволили дальше грызть или убивать украинцев, отгрызать куски земли в обмен на то, что Россия уходит с Южного Кавказа и оставляет Азербайджан и Армению странам НАТО. Ну, как здесь можно сказать, здесь вопрос такой, что русские говорят сейчас, я вот читал, слышал их, что якобы Путин там проявил какую-то дальнозоркость и потом оставил вот эту проблему, которая есть между армянами и азербайджанцами, оставил решать им. Пусть теперь он, мол, решает. Это хитрость. Нет, это не играет никакой роли. Америка будет, как там было сказано, они там создадут базу свою военную в Азербайджане, а та база, которая есть в Армении, она будет выведена, российская, и это будет, как бы, значит, попытка здесь препятствовать вот этому иранскому вторжению, которое является, ну, скажем, единомышленником России. Казалось бы, как это исламское государство Иран сотрудничать с этим фашистским режимом России, который считается христианским. Это невероятно. Это говорит о том, что эти религиозные деятели, в принципе, они не соблюдают те принципы, которые есть. Они говорят, что они религиозные. И это говорит о том, что здесь религия не играет никакой роли, просто она используется для сохранения власти. Как это делается в Иране, как это делается в самой России, скажем, и в других странах, где вот религиозный вот этот уклад. Поэтому здесь понятно, что делает, и она ничего там не отдает, ничего не делает, она никогда не отдала бы ничего, ничего не отдала бы, скажем, России. Наоборот, у нее планы есть такие. Сейчас она прижата, Россия, она сейчас имеет очень тугие, скажем, экономическое положение, когда Трамп пытается сейчас решить вопрос с Россией. Они даже сейчас решили, как мы знаем, делать санкции против некоторых стран, которые покупают нефть у России, против них вести санкции. Санкции они будут вводить, видимо, так, я понимаю, не прямо за то, что нефть там они покупают, а будут вводить общие санкции. Допустим, Индия покупает там 40% нефти. Так? Это очень объем. Так? Тогда, если, как Трамп говорит, если будут вводить санкции не против там этой нефти прямо напрямую, а будет вводить общую санкцию на все виды, значит, торговли, скажем, которые происходят в Индии зарубежно, так? Связано с другими. Не только это, там сельское хозяйство, другие виды экономики, ну, все, что есть там, так? Но все это, если будет наложено, скажем, вот это противодействие, санкции, тогда получится, что в этой стране не просто против нефти, а все другие отрасли промышленности или, скажем, другие предприятия другого хода, да, не энергетические, они с этим не согласятся, это внутренний будет у них раскол, потому что нефти, почему не брать ее там, где ее можно взять, и чтобы это не влияло на внутреннюю экономическую политику в этой стране. Вот такой расклад тоже есть, вот и говорится об этом. Но посмотрим, как это будет, и будет ли эта встреча. До сих пор вопрос открыт, будет ли встреча, потому что ведется даже, связывает вопрос о том,
что в этом деле участвовать должна и Европа, в том числе европейские страны, которые непосредственно столкнулись и на рубеже этой войны стоят и готовятся. А также, получается, за спиной, скажем, этой Европы, вот эта встреча, если она будет в этом, на Аляске, то это как бы получается, что Трамп или сам Путин уводит эту встречу где-то от глаз всех остальных государств. Представляешь? Вот такая вот идет даже вот, ну, такая вот информация идет. Там видно будет еще. До этого времени еще, видимо, будет обсуждаться. И посмотрим. Ведь в соответствии с Конституцией Украины они не могут ни одну пять земли отдать. Если даже это предложение есть у Путина, вот отдайте нам все территории, которые мы захватили, и мы тогда, значит, мол, уйдем. А для чего это ему нужно? Ему это нужно для того, чтобы перед своим, скажем, электоратом или перед своим окружением, вот это миллиардеры, которые вокруг него, чтобы им сказать, что вот так и вот так. И встает вопрос о том, было бы, а может быть, это население возмутится или что? Да нет, не возмутятся они. Почему не возмутятся? Посмотрите, сейчас они посылают своих сыновей и мужей на войну, платят миллионы, так, кто пошел туда. И потом на эти миллионы живут эти люди, семьи, так? А если война закончится, то какие миллионы будут получать? Где на производство они получат эти миллионы? Так что они настроены, население у них, в принципе, настроено на продолжение войны. Вот какая ситуация там, где вот все те, которые воюют и идут, они идут туда в основном, там 90% идут для того, чтобы эти миллионы получать рублей российских. В общем, вот такая вот ситуация. Там посмотрим, на что решаться. Потому что мы посмотрим, потому что не мы это решаем, мы только рассуждаем о том, что это такое и куда это может вывести. В общем, целом ситуацию, скажем, для основного мира или для стран, которые вышли из Советского Союза бывшего. Ислам. Аят, вот этот Зангезурский коридор, он проходит параллельно иранской границе, и получается, что американцы ставят базу практически на границе с Ираном и делают такое вокруг Ирана кольцо. Правильно? Да, я как раз об этом и хотел сказать. И вот в таком случае в Северном Кавказе США могут быть не заинтересованы от слова совсем, если они заинтересованы только вот в границе. Возможно такое? Ну, может быть, в принципе, сейчас мы можем только говорить о теоретической возможности. А там, как оно развернется, вот месяц назад совершенно, или полтора месяца, мы вообще думали, что совершенно другая будет ситуация. Она вот развернулась, раз и развернулась. Да, видимо, здесь это связано с тем, что окружение, которое есть вокруг Трампа, или западные, скажем, вот эти вот страны и их лидеры, они очень хорошо работают с Трампом и ведут работу по линии того, чтобы обозначить и сказать Трампу, что вот эта ситуация очень опасна или она выгодна, и что какие имеет перспективы. Трамп решает свои вопросы, исходя из своих соображений, а эти люди, ну, эти руководители и в самой Америке, и на Западе, как-то в этом вопросе пытаются влиять на него. И это где-то вот проявляется, сейчас мы это видим. Дальше посмотрим. Сейчас, когда Россия полностью уже покидает, и, наверное, военные базы будут выведены, возможно, из Армении, есть ли в Украине более 1000 азербайджанских воинов сражаются, уже много погибших есть украинских азербайджанских воинов в Украине, на стороне Украины. Как вы считаете, Армения и Азербайджан начнут теперь, когда уже они освободились от влияния России, помогать больше? Ну, Азербайджан помогает на государственном уровне, будет ли помогать, и будет ли Армения
помогать Украине, как вы считаете? Ну, теперь для них только это поле и открылось. Посмотрим, что они будут делать. Они же до сих пор они не помогали, потому что... Почему? Потому что они были под пятой и, скажем, связаны с Кремлем, а теперь они полностью с ним разорвали все отношения, и у них только вот это вот путь, и притом этот путь, кто им организовал, кто это согласовал, кто это поддержал. Америка и Трамп. А здесь однозначно, я думаю, что это будет так, но это будет зависеть тоже от того, от их экономических возможностей. Но я думаю, люди, конечно, в принципе, будут, я так думаю, как это будет, но в принципе путь для того, чтобы защищать Украину у этих двух республик теперь открыто, свободно. Азербайджанцы уже это делают, мы знаем, так? А дальше посмотрим, что делать будет и Армения. Будем надеяться, да, было бы хорошо, конечно, помощь Украине, было бы очень хорошо. Аят, с момента начала широкомасштабной агрессии фашистской России против Украины, через полгода, буквально об этом сами путинские говорящие головы говорят, что они не выиграют эту войну, и в военном смысле победить им невозможно Украину. Но продолжают вот эти свои мясные штурмы и там утилизируют вот этих своих наемников, которых они туда, бандитов со всех тюрем, которых они собирают и отправляют. Если ситуация будет развиваться дальше, как вы считаете, что еще Путин отдаст? Мы видели, как Сирия в этот промежуток была, Башар Асад бежал в Москву, Нагорный Карабах, Азербайджан зашел и занял свою территорию. Но и много-много вот этих событий происходит. Как вы считаете, что еще Путин отдаст, вот схватившись мертвой хваткой в Украину, за Украину, чтобы разрешили ему убивать украинцев? Что он еще отдаст, как вы считаете? Ну, как сказать, что он отдаст? Он, конечно, ничего не хочет отдавать, но вынужден будет отпустить все эти территории именно украинские, потому что по украинскому законодательству эти территории являются украинскими, а с точки зрения международного права, чтобы он захватил эти территории и чтобы Украина согласился, это невозможно. Это тогда коллапс будет, если с этим согласится остальной мир, это будет тогда коллапс международному праву. Это как будто его нет. Это будет, это что будет? Это значит нету. Мы понимаем, что они здесь тихо промолчали, когда захватили территорию Чеченской республики, которая столько билась одна, скажем, против этой России. Но оболгав нас, обманув остальной мир, ведь информационная вот эта пропаганда, она играет очень большую роль. Именно они оболгали наш народ, оболгали нашу страну о том, что мы террористы, бандиты, сами взрывали свои дома, сами взрывали свои аэропорты и все остальное, и все эти ярлыки вешали на нас. И мы же знаем это, что это было неправда. Теперь настало время, когда видеть, что происходит, настало время с этим разбираться. Это же должно разбираться, было ли это или нет. Да, если были какие-то преступники лично, так, личности, то они должны понести наказание, какой бы они ни были, скажем, национальности. Но вопрос в том, что навешать ярлык на весь чеченский народ, который не совершал вот эти действия, которые они на нас навязывали, надо решать этот вопрос, если есть современное международное право. Мы об этом говорим. И в этом ключе мы будем дальше и дальше действовать. Мы призываем, скажем, все вот европейские и другие страны мира обратить на это внимание. Есть это международное право? Оно применимо ко всем или оно применимо только к отдельным
выборочным государством. Так что здесь вопрос вот в чем. А что будет, как они там себя поведут сейчас, что он отдаст или не отдаст, это уже не его власти, я так думаю. Это уже зависит от того, насколько вот будет в этом направлении удар, скажем, или давление на власть этой империи, новой империи во главе с Путиным. Мы видим, что она сейчас вот отходит. Ну, где-то хочет сохранить свое лицо, эта власть, и сказать, что вот смотрите, это в основном делается для своего электората, который они одурманили в основном, да, и для своего окружения, которое вокруг Путина находится. Ведь мы не можем говорить, все говорят, что вот Путин, он один все решает. Нет, он не один решает. Это у него круг людей, не электорат, а круг людей, которые вокруг него, они все вместе эти вопросы решают. Потому что ни один Путин будет наказан, если вопрос решится в пользу, во вред, ну, скажем, по опровержению и если потерпит поражение России. Но она терпит поражение, но она делает вид, что она вот сейчас мы, значит, идем в уступки, мы там их заставляем говорить. Они хитрят, и Путин хитрит, и сейчас он хочет, видимо, Трампа обмануть каким-то образом, завлечь его во что-то. Но там тоже сидят же не дураки, они хорошо это понимают. Что будет, мы увидим. А то, что вот они встречаются сейчас на Аляске, это может быть связано с тем, что сейчас в Японии, рядом с Японией проходят американско-японские учения по поводу контроля захвата северного запаса электроэнергии северного, да? То, что Арктика, то, что Америка претендует на Арктику, Россия претендует, Норвегия претендует, Канада претендует. Да. И вот это может быть с этим связано, что они там проводят учения? Я не исключаю, и это может быть с этим связано. Я имел информацию, что это предложение было со стороны Путина в одном месте, а в другом месте я уже вижу, говорят, что это предложил, мол, Трамп якобы. Ну, здесь не поймешь, что предложил. Но в любом случае они как-то хотят изолироваться от всего остального мира и там встретиться, если это так. А то, что на территории Соединенных Штатов Америки, которая инициировала Путина как военного преступника, возбудила дело, ну, настаивала на том, чтобы было возбуждено дело за его военные преступления в Международном суде Гааги. Это никак не будет сказываться, игнорирование этого органа? Это, конечно, будет минус в этом вопросе. Но вот он же бывал там в Монголии или в других стран тоже там это как-то вот, значит, мимо ушей пропустили. Но есть страны, в которых, если они придут, если он придет, его могут арестовать. Есть же страны, которые будут выполнять, скажем, то, что принято решение в этой стране. Ну, сейчас я уже не уверен, что они есть. Ну, может быть. Ну, и, допустим, если он приедет, допустим, вот в Европу, его могут арестовать. Его просто могут не пустить, а арестовать его, чтобы потом ядерная страна им угрожала. Я думаю, если Америка не арестует. Кто его знает? Мы можем с тобой думать, предполагать, а есть страны, которые четко выполняют законы, которые приняты в их стране, и решения. Иначе все, это уже будет прецедент того, что везде и всюду можно что угодно творить, понимаешь? Тогда получается, что это за демократия, что это законы. Каждый раз, если они вот так будут себя вести, а вот Путин был такой, мы не сможем, а Путину можно, нам нельзя. Вот такое пойдет тогда. Это будет анархия. Поэтому здесь 100%. Серьезное дело, да. Да, будет, конечно, очень интересно посмотреть, как это будет выглядеть, когда в лидере
мировом лидере, мировой державе Соединенных Штатах приедет вот этот террорист, фашист и уедет. Странно. Посмотрим. Что встретиться в Турции или в Саудовской Аравии, они даже туда не захотели, чтобы это не было как бы в центре мира, а где-то за полярным кругом встретиться. Вот так? Да, может быть, это какая-нибудь операция такая, отвлечение внимания, назвав Аляску, чтобы все обсуждали, почему Аляску. Да. Может быть, конечно. Вполне возможно. А вот то, что Абхазия, Калининград, Молдова, та же Арктика, с ними, как вы считаете, будет сейчас потихоньку Путин сливать свои эти интересы, эти территории? Он, конечно, будет держаться за них, потому что его-то цель их, наоборот, расширить свои территории. Цель-то его другая. Несмотря на то, что он уйдет сейчас, допустим, с Украины, он все равно будет стремиться в других местах захватить. В Среднюю Азию пойдет, если ему удастся, а на Южный Кавказ ему уже не удастся, как мы видим, так? Да. А он пойдет и туда, и там, и везде, и будет. Для нас, конечно, ситуация с тем, что вот так сейчас происходит, и не решается окончательный вопрос выбросить эту армию за пределы Украины, для нас это осложняет ситуацию, для чеченского государства, оккупированного временно. Вот что здесь происходит. А он не будет, если он останется у власти, это да. И пока он у власти, это будет так. Но если он не будет у власти, то есть смена будет власти, тогда этот вопрос откроется для всех. Я так думаю. Ясно. Друзья, пишите ваши вопросы, я их с удовольствием зачитаю. Пишите, либо, если вы хотите принять участие, вот в ТикТок, у нас в YouTube идет, и в ТикТок идет наш стрим, вы можете... В Телеграм-канале, пожалуйста. И, да, на официальной странице в Телеграм-канале Президиума правительства вы можете принять участие, либо написать комментарий, либо сами принять участие, задать Аяду вопрос. Я пытаюсь читать и там, отвлекаюсь немножко. Ничего, если есть вопросы, пусть давай. Если нет, тогда... Так. С минутку. По поводу действий Украины и Зеленского. Вы сказали об этом, но более хотелось бы подробнее спросить об этом. Вот Зеленский сказал, что мы дарить свои земли России не будем. Украина рассчитывает на что? Обороняясь вот таким вот образом продолжать оборону, ведение войны, либо это может продолжаться до бесконечности, либо пойти в атаку. Потому что вначале какие-то обсуждения были, что вот европейские страны вводят войска, будут какие-то там перемирия, там Макрон что-то говорил, потом раз, и все, и как будто не говорили, все замолчали. Как вы считаете, Украина поступит со своими землями даже на время, там 49 лет говорят, или 90 даже 9 лет, фактически такие разговоры пошли. Как вы считаете, Аят, уступит? Ну, как сказать, что Украина, я говорил же, что она есть своя конституция и обозначены все территории. И к тому же между Россией и Украиной, это Россия, подписан мирный договор о признании взаимно этих территорий. С этой точки зрения между, скажем, с международным правом Зеленский прав, он, конечно, другие вообще слова он и не может произносить.
Потому что если он произнесет, то он будет сам себе противоречить. И вся Украина в этом смысле вот так вот настроена, как мы видим сами. Ну, конечно, за тех, кто, кроме тех, кто является предателями и является агентами России. Я так имею в виду. А их бывает немало тоже. Но в целом вот эта ситуация такая. Что они могут сделать? Согласиться с предложением того, что отдать России вот такие-то территории, чтобы они ушли. А где гарантия того, что они уйдут с этой территории, потом снова они накопят оружие, снова им откроют, значит, снимут все санкции, начнут продавать нефть, они начнут развиваться. У них есть колоссальные запасы финансов в России, потому что они на военных вот этих всех, скажем, операциях, они же столько денег выдали, скажем, этим воинам, так? Они же столько денег накопили, скажем, в самой России, вот эти все олигархи. Вот уже сколько лет вот эти все деньги, которые раньше они вывозили, там вот, у него где-то около 400 с лишним миллиардов, а после этого, которые все деньги шли от нефти, от этого все это у них находится там, и они его, эту массу, эти деньги, они не могут где-то реализовать, и лежат у них где-то там мертвым грузом, эти деньги, так? А если мирный вот этот процесс, допустим, будет, это пользу России, так они массово, значит, вот это все будут, значит, запускать в оборот внутренний, промышленность, другое. И за короткое время могут очень много, как говорится, накопить себе оружие и другое. Они же будут приняты уже по всему миру, они свободно могут действовать. А потайно, как и всегда, они будут готовиться снова к этой войне, они будут снова делать все для того, чтобы у них были запасы, военные я имею в виду. Они будут это делать. И вот эти деньги, которые лежат сейчас у них, скажем, в кубышках у людей и у этих олигархов, они не могут, их же сейчас нельзя не вывозить из-за предела, наоборот, у них все отнимают, а они все лежат там у них. Ну, они могут вот это все потом поднять, и, то есть дать вот такую свободу России сегодня, это опасно. Опасно для этих стран. А где гарантия того, что они не будут это делать? Вот такая вот дилемма здесь стоит тоже. Ясно. Баркал, Дерес, Вулает. Спасибо. Deutsche Welle сегодня сообщила, что США, Украина и страны ЕС готовят встречу в Великобритании в ближайшие выходные, на которой планируют выработать единую позицию перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа на Аляске. Как вы считаете, Аят, если, например, Украина не согласится отдавать свои территории, отдавать России, как вы правильно сказали, даже Зеленский, это самоубийство, политическое самоубийство будет для Зеленского заявить такое. Тогда о чем разговор тогда? Зеленский, дело здесь интересно. Зеленский не имеет на это права. Зеленский не имеет на это права. Ему никто, это значит, это как капитуляция получится. Если да, какая-то другая, это с какой стати это, отдать территорию. Значит, что они там? Они, значит, завтра будут собираться, если получается, завтра или послезавтра, завтра, воскресенье, да? Они, наверное, завтра будут там собираться в Лондоне или где там, и будут обсуждать все эти вопросы, связанные с этим. И они вынесут свое единое решение, которое считает, является важным для Европы и всего мира. И этот вопрос решается в Украине. Я считаю, что они там выработают правильную линию. Так я думаю. Да, сложная задача, как сказал Джохар Дудаев, на непримиримых сошлись, и очень сложная задача, очень сложная. И... Ну, да, если бы они были, скажем, непримиримы в чем? Не правы, а другие правы.
Вот те, которые неправы, они должны быть повержены. Логически. А это значит, что происходит? Здесь видно, непримиримо, они неравны. Неравны не потому, что они являются правыми. Нет. Они бандиты, они фашисты, они человеконенавистнические идеи реализуют. Они убивают людей, просто убивают людей из-за одной той идеи, то, что они хотят сидеть у власти. Вот и все. Поэтому посмотрим. Если что-то значит, обсудят, они, прежде чем туда ехать, уже, наверное, круглые сутки вертят, разговаривают между собой по телефону, по связи. Все. Спасибо. Аят, а чем вы можете объяснить вот эту шизофреническую манию, маниакальную такую цепкость и к Ичкерии, и к Украине у русских, у России, вот этой империи? Почему они так, без объяснения, такие убытки, такой вред себе наносят ради того, чтобы вот держаться за нас, за украинцев? Чем мы им так дороги? Мы им совершенно недороги. Дело в том, что когда Советский Союз разваливали, то они говорили, что они станут демократическими странами. А кто это говорил? Это говорили коммунисты, которые превратились в демократов. Да, за один день. Они, значит, сверху в пиджаках синих и другого цвета красных пиджаках, как будто они демократы. На самом деле они не оставались такими. Я же говорил, что они взяли и сразу при развале Советского Союза РСФСР захватил 15 союзов республик, новых государств, новых народов, которые должны были сделать свой выбор, провести референдум, избрать себе власть и потом определить, что они будут делать. А в международном праве возможно что? Ты можешь определить, народ может определить свое будущее, создать свое государство, войти в состав другого государства или, значит, с кем-то создать федеративное государство. Вот эти три момента им не позволили сделать, а их взяли, насильно затолкали в эту Российскую Федерацию России 31 марта 1992 года. И этот даже договор потом они обрушили через 1,5-2 года, в декабре 1992 года, расстреляв свой Верховный Совет, который тоже был как-то настроен на то, что на какие-то преобразования. Они расстреляли свой Верховный Совет и приняли уже незаконную конституцию путем опроса населения, что является незаконным. И в эту свою конституцию они незаконно вписали нашу Чеченскую республику, которая не подписывала с ним никакой федеративный договор, и обозначили нас как часть России, и потом на нас нападали, как будто бы они наводят порядок на территории своей страны в Чеченской республике. То есть это лицемерие высшей степени, вот чем они занимались. То есть эти люди, которые сидели тогда во власти, вот тогда еще Советского Союза, эти люди и их окружение до сих пор находятся во власти в этой стране, и поэтому они не хотят терять эту власть. Наоборот, они хотят, значит, расширить ее и укрепиться. Вот в этом вся причина. Никакой другой причины нет. Спасибо, Аят. Ну, а как вы считаете, как долго продлится вот эта война России против Украины? Сколько хватит сил у России? Ну, мы же не можем сказать, как, посмотрим, как. Это зависит от многих моментов. Мы думали, что оно продлится еще в 2024 году, в конце года закончится, уже 25-й год, конец скоро будет так. Как вот дальше будут события развиваться? Но, как мы знаем, сейчас вот Америка решила передать через Европа закупает, через НАТО и оружие идет в Украину. То есть Украина закрепляется. Так?
В любом случае Украина получает оружие, получает, возможно, разного вида оружия, которые вполне могут противостоять именно этой агрессии. Так получается, что я так думаю, что это будет зависеть от вот этой встречи сейчас, которая произойдет в Лондоне и которая на Аляске. Вот, а там после этого мы можем говорить, как долго это может продлиться или не продлиться, примерно хотя бы. Прямо сказать невозможно. Мы же не шейхи, понимаешь, как шейхи не можем говорить. Да. Здесь выступают разные деятели и говорят, вот тогда кончится, но это смешно, вот такие вещи говорить. А в целом мы, конечно, хотим, чем быстрее это закончится, тем лучше, потому что убивает людей, и это вот эта гидра, которая убивает вот эту империю людей, она убивает и своих людей, она убивает и другие народы, которые есть и в составе России, этой России, так, и которые есть в Украине и в других республиках, несмотря ни на что. Вот что происходит. Ага, совершенно верно. И вот мы уже час говорим на одну тему. Я хотел бы, с вашего позволения, затронуть нашу тему, нашу Ичкерию, вот эту ситуацию, которая разворачивается. Каждый день Россия теряет около 1000 убитыми и ранеными своих боевиков в Украине. И несмотря на это, она платит большие деньги, платит, по крайней мере, тем, кого они достают, а достают с поля боя убитых, а тела они не всех, конечно. Но в любом случае на территории Чеченской Республики Ичкерия, временно оккупированной, находится фашистский оккупационный контингент. Около 100 тысяч, как некоторые утверждают. Потом по периметру еще вокруг Ичкерии тоже находится приблизительно столько же. Внутри есть своя вот эта агентура, свои вот эти коллаборанты, которых они поставили на зарплату. Как вы считаете, вот если Россия немножко еще ослабнет, какие события могут произойти, например, у нас в Ичкерии, чеченский народ, находящийся в заложниках, что может сделать в этой ситуации? Чеченский народ должен быть тверд, не то что должен быть, он и тверд в своей позиции о том, что незаконно захвачена их территория чеченского народа, и это временно оккупированная территория властью, которая насадила Кремль, убив столько наших людей. И, видимо, только вот в той ситуации, когда остальной мир вот так вот против нас, вот ты говорил, что когда было в 99-м году, и когда это было, когда там вот Югославия, все такое. Дело в том, что это было еще до этого. Остальной мир еще до этого, значит, каким-то странным образом, когда мы приняли все эти решения, согласился с Москвой, это империя, согласился, что мы являемся частью России. Хотя мы привели им все документы, мы бывали в разных международных организациях, к примеру, я и мои товарищи, мы бывали во многих странах мира, начиная от Соединенных Штатов Америки, Нью-Йорк, Вашингтон, даже вот Рейкьявик, так и другие страны, все европейские международные организации объясняли нашу ситуацию. Они руководство разводили руками и говорили, вот такая позиция сейчас, вот так вот, значит, связано с тем. Одни говорили, что это связано с тем, что сейчас нужно решить вопрос, чтобы в России наступила настоящая демократия. В один момент это не делается, а Россия скоро станет демократической страной. На самом деле-то параллельно Россия делала по всему миру, значит, на нас навет, что мы исламские фундаменталисты, что мы бандиты,
что это не народ, а племена, что их надо всех разбить на кучки, и чтобы их не воспринимать как государство. То есть они на нас говорили. Они взрывали те или иные дома, вы знаете, в самой России, или они взрывали что-то, значит, на нашей территории, они засылали к нам, скажем, эшелоны пустые, где 1-2 вагон с ихними людьми, которые внизу их ждали, как будто эти вагоны мы грабили, или еще что-нибудь. То есть все Россия сумела так вот лживо против нас выступить во всем мире. У нас же таких возможностей не было, чтобы мы по всему миру мы говорили. Да, там были приехавшие к нам разного рода, со всех стран были эти корреспонденты, да? Но эти корреспонденты ничего не решали, они могли только информацию передавать, а здесь вот эти страны, в том числе и Америка, туда говорила, что вот она станет демократической, потом мы будем помогать вам, потом будем это делать. Хотя мы говорили, что не может быть этого. Они были убеждены в этом. Вот здесь вот такие вот процессы шли. Ну, с одной стороны, я понимал тогда, что они не столько были убеждены, сколько, может быть, экономические интересы их превалировали над тем, чтобы сказать, вот такая территория, малочисленный народ, только 1 миллион человек, территория небольшая, мол, вы будете составить, а мы получим прибыль. И эти интересы тоже там играли роль. Я тогда это понимал. Мы много в этом вопросе говорили и в Страсбурге, и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Америке, и где только, и в Риме, где только мы не бывали, везде вот эти вопросы, везде и всюду вот так возникали. И ощущение у меня было того тогда, у меня и моих товарищей, что вот такая вот ситуация. И мы ничего не могли, кроме того, что вот организованно противодействовать этим, мы противодействовали этому. И еще помню тогда, когда в 2000 году, в 2001 году Россию тогда лишили права голоса, именно по нашей, так сказать, деятельности, и заставили, как бы принудили, сказали, вести переговоры с нами, которые должны были состояться в Брюсселе, так? Уже было там подготовлено все решения, российская делегация, наша делегация и западные наблюдатели. Так вот, эти переговоры они сорвали через наших агентов, то есть через агентов влияния из нашей национальности. Так? Они сорвали эти переговоры и принесли их в Назрянь, где там, значит, Немцов и другие встречались. Так? И они там это делают. То есть они делают разные такие уловки. И сейчас вот мы видим, что вот они так вот хотят сделать эти уловки, крутить и вертеть и против Путина, то есть против Трампа и западных стран. Они в этом деле очень-очень натаревшие и могут вот это все крутить. Даже любая мелочь, которая с ними там, вот если пойдешь на уступку или где-то не заметишь, они могут зацепиться и постоянно об этом твердить и вот на это цепляться, как за ниточку, которая является чуть ли не главным. Эти вещи они делают, и так нам не удалось тогда это сделать. Мы надеемся, что все же в мире восторжествует вот это право для нас, поэтому важно, очень важно, чтобы нашу страну признала остальная часть мира, те государства мира, которые понимают. Это прежде всего балтийские государства, эти страны, вышедшие из бывшего Советского Союза. Вот мы на это надеемся в первую очередь. И в то же время я скажу, что не надо, к сожалению, мы видим, что некоторые, и сейчас некоторые эти страны, их руководители так относятся к этому вопросу, но я надеюсь, они будут более серьезны. То есть сказать, что они прямо к этому так относятся, принимают участие нельзя, но что бывшие во власти люди вот с этими самозванцами, которые не являются нашим, никакими нашими, не имеют наших государственных отношений, и себя изображает на Западе властью, которые носятся повсюду и полностью как будто наши проблемы они озабочены.
На самом деле у них никакой заботы в этом нет. Я имею в виду эту компанию Закаевскую и около вокруг них, которые крутятся. Они самозванцы, они отошли от нашей новой конституции, от линии, которую избрал наш народ. И в этом есть доказательства, документы, все это есть. И все равно это зная, а если это мы даже повторяем, на Западе некоторые деятели, которые в политике или которые были вне политики, пока еще не решается на этот вопрос решать. И поэтому нам, самим чеченцам, этот вопрос надо здесь, на Западе, по всему миру, очень строго и определенно решать. Но, как мы видим, возможности у этой группы людей, их возможности подпитывают Кремль, и мы это видим. Но мы в этом вопросе не собираемся им, наши люди не собираются им уступать, и поэтому мы призываем, чтобы эти люди, где бы они ни были, в Европе, или в Украине, или в других странах, чтобы на это обратили внимание. Из временно оккупированной Ичкерии насильно отправляют людей на войну. Некоторых из тюрем, возбуждая, фабрикуя сперва дела, сперва людей закрывая. Некоторых только за невключенный поворотник могут тебя остановить, просто сфабриковать, там, наехать, спровоцировать тебя. А потом грозится, если не поедешь ты на войну, поедет твой отец, твой брат, твой дядя, там еще кто-нибудь там. Ну, вот таким вот образом, как обычными ФСБшными своими методами отправляют на войну. Очень много людей погибло. Тела не возвращают, с поля боя не возвращают тела, так как нужно уплачивать им и компенсации. И плюс еще очень важно то, что другие увидят, что у этих люди погибли. Так вот люди узнают по телефону где-то от кого-то, там, ополченца, там, друга, кто видел, что погиб, там, или труп где-то видел и так далее. Вот в этой ситуации как быть чеченцам? Тяжелейшая ситуация находится. У кого нет денег, те не могут откупаться. Тех набирают вот эти мясные штурмы. Прям сразу же говорят 2 недели. Вот недавно сейчас видео гуляет по сети. Парень чеченец, который оказался на фронте, он сперва оказался в изоляторе, ему сказали: все, вот мы тебя отправим, там, не будешь там, ну, короче, супер-пупер воин будешь, там, все будет отлично. И он говорит: 2 недели мы тут учебку прошли и бросили в какой-то мясной штурм, от которого, ну, просто иди туда и не знаешь куда. Ни цели, короче, полный разлад и раздрай идет в российской армии. В принципе, он и так был, но сейчас это все усиливается. Как быть чеченцам? Что делать вот нашим людям, которые вот оказались в тяжелейшей, на самом деле, ситуации, не разрешают ставить если человек получает информацию, что его убили, то вот траурную вот, церемонию, открывать ворота, вот как у нас это принято, вот этого нельзя делать, нельзя принимать соболезнования от других, потому что, ну, как бы у тебя еще не погиб никто. Вот нельзя. Что делать? Как быть этим людям? Это очень страшная ситуация. Да, ситуация очень тяжелая, страшная. Мы об этом говорили и в прежних наших встречах здесь, да. Ну, как сказать, здесь остается только здесь делать все возможное, что в ваших силах, но никак не сдаваться, никак не подчиняться и не думать, что на самом деле то, что творит сегодня Кремль, это благо для нас. Они в любой момент могут эту ситуацию изменить. И вот та что общая ситуация, которая сейчас складывается в мире, я думаю, что наши люди видят там по всей России и по самой Чечне, они видят это все. И здесь надо как-то стараться так или иначе, стараться уйти от этого, скажем, неправильных шагов, которые предпринимают, когда их посылают убивать украинцев. Они сами там гибнут, так? Но я думаю, что эта работа, конечно, направлена, этот центр, этим управляет, конечно, Кремль.
это их представители там сидят, и они этим занимаются. Власть, которая там есть и называется марионеточная, она ничего не может, в принципе, решать. Им командует центры, даже их представители в Москве сидят, которые, их представитель есть и там, в Чечне, и они этим вопросом занимаются. Ведь мы знаем, что они туда, на территорию нашу, присылают, созывают всех вот этих вот заключенных или собирают с разных регионов, и там якобы у них учебка, где они их учат, а потом отсюда засылают туда. То есть вот такой вот они делают ход, и здесь, конечно, все это понятно, они все, наши люди прекрасно все понимают, и в этом кто это и как. Сейчас сказать, что они могут сделать, это одно. Быть твердым в этом отношении, понимать, что происходит, сообразно этому и действовать, стараться. Другое сейчас воспринимать, сейчас другое там делать в данной ситуации невозможно, по крайней мере, насколько информация есть у меня. А если это была какая-то информация, нам необходимо, как я говорил сейчас, на Западе, чтобы наши государства признали. Поэтому мы призываем и остальные государства, которые вышли из бывшего Советского Союза, по признанию нашего государства. И это будет очень важный шаг для них тоже самих. То есть таким образом они заявляют свою позицию. Сделают они это или нет, там посмотрим. Но мы над этим будем работать обязательно. Спасибо, Аят, спасибо большое. Аят, вот вначале мы говорили о том, что Баку и Ереван освобождаются, уже освободились фактически, уже юридически освободились от влияния России, хотя, конечно, уверен, агентура пока присутствует, и пророссийские присутствуют. И наша молодежь, наши молодые мужчины, они не могут попасть в Европу. Проблемы с загранпаспортами, это деньги, в первую очередь визы и так далее, и так далее. Есть ли какая-нибудь возможность у нашего президиума, например, наладить контакты с азербайджанской властью, с армянской властью, чтобы, например, безвизово можно было людей там перевозить туда, чтобы им какие-то там общежития предоставляли, просто хотя бы, чтобы кто хочет эвакуироваться в свободную от влияния России территории, освободившись сейчас территории. И вот есть такая возможность, как вы считаете? Ну, у нас сейчас такой возможности нет, но мы этих людей знаем, некоторых людей знаем. И, насколько мне известно, внутренние паспорта, которые есть в России, они дают возможность в эти страны переезжать, некоторые. Да. Я помню, в Казахстан и в другие. У некоторых, может быть, и отменили, но, по крайней мере, они могут так переезжать. Но если они, значит, запрос сделают, их потом могут оттуда и забрать. Но это тоже такая ситуация, которая... И в этих странах тоже же очень тяжелое положение, да? Но наши люди стараются это делать, насколько я понимаю, и вижу из информации, которую это стараются делать, и они будут стараться, я так надеюсь на это. Главный вопрос, чтобы мы когда вот был я в 99-м году, в начале, до начала, когда собирался весь Госкомитет обороны, и собрались все, значит, командиры всех подразделений, всех юго-восточного, западного, северного, северо-западного. Все эти командиры, когда вот началась вот эта последняя агрессия 17 июля 99 года, я хочу сказать о чем. То после обсуждения той ситуации, которая вот сложилась, что Россия уже вот 17 июля уже напала на нас, так? И война шла полным ходом с севера, они вторглись, так? И тогда, когда мы там собрались, то после обсуждения всех этих вопросов, там присутствовали все руководство республики и члены Госкомитета обороны. Я как член Госкомитета тоже там был.
Так вот, что примечательно, эти все командиры там подняли вопрос и сказали вот такую вещь. Если мы даже сейчас этих русских снова изгоним, как и до этого, то снова они к нам придут. А для того, чтобы они не пришли, нам необходимо, чтобы остальной мир признал нас. Необходимо. То есть это вот именно ключевое вот это вот направление, видимость в руководстве вот этих всех командиров присутствовало. Они говорили, и тогда они еще сказали, когда сказали, что уехали те-то, те-то, они мне сказали, там выступили, сказали, что необходимо, чтобы ты поехал. Потому что я имел какой-то опыт в этом направлении, я был за это в разных странах по нашим вопросам. Так они говорят, ты должен поехать туда. И я тогда, хотя и не собирался ехать, я согласился выехать на Запад с некоторыми нашими товарищами, чтобы здесь эту работу вести. По приезду сюда мы обнаружили, что Россия уже давно заслала туда своих агентов влияния из нашего, как говорится, из числа нашей национальности, они здесь действовали. И мы это обнаружили здесь, и они с тех пор эту работу здесь ведут. Но мы свою работу тоже ведем. Всю эту работу, все их действия, значит, обозначены и видно, чем они занимаются. То есть я хочу сказать, что нам необходимо признание, в любом случае нам нужно необходимо признание нашего государства, и только после этого нас будут рассматривать как страна, которую необходимо деоккупировать. Сегодня мы имеем это, значит, признание со стороны Грузии и со стороны Украины. Нам необходимо и в других, чтобы другие государства тоже признали нашу страну, пусть как оккупированную законно, как это сделала Украина, пусть иначе, но это для нас важнейший момент, который необходим и о котором думали все командиры нашего сопротивления. Вот это главное, и параллельно необходимо делать то, что мы до этого с тобой говорили. А вот это главный вопрос. Без этого, если даже там будет вот это сопротивление, оно снова будет вот воспринято или объявлено как какой-нибудь там бандитская вылазка и все такое. А это нельзя допускать. Вот о чем я хочу сказать, Аслан. Да, согласен. Но даже признание, как мы видим по Украине, не гарантирует безопасность, как мы знаем. Даже признание самой России, нахождение в ООН там и всего остального. Да, к сожалению. Да, это так, но отсутствие признания, так? Это вообще что? Это руки связаны, да. Совсем. Да. Да. Ну, я надеюсь, Аят, вы ведете эту работу. Я знаю, что вы ее ведете. Я надеюсь, что будут результаты. Сейчас, особенно у Армении, у Азербайджана, больше будет возможностей для принятия независимых решений, в том числе в отношении нашего государства. Дай Бог. Есть вопросы? Вопросы есть, если есть вопросы. Ну, нет, я здесь вопросов просто не вижу. Вижу, что вот эти все наши тролли, которые фактически живут за нас с тобой, за наш с тобой счет. Тролли. Троллятина, да. Я надеюсь, что они здесь всякую чушь несут, хотят где-то что-то сказать, но сказать им нечего. Вот в чем вопрос. Да, сказать нечего на самом деле. Да. Ну вот какая она, Россия несправедливая. Главное говорить, неважно, имеют основания на это или нет. Жаль. Да. Ну давай тогда закончим на этом, Аслан. Давайте, Аят, можно уже заканчивать, в принципе. Спасибо вам большое, было очень интересно. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо, кто участвовал в этой нашей передаче, слушал нас. Адик, Маш, всего хорошего, друзья, до свидания.